Снег, он бывает такой разный. Колючий и мягкий, сырой и сухой, холодный и обжигающий. Трудно представить нашу жизнь без снега. Мы часто его ругаем, но нередко и благодарим. Сегодня в нашей передаче мы постараемся рассказать, какое место занимает снег в жизни у Коми, как он влиял на быт и мировоззрение, как рождаются маленькие холодные снежинки. Думаю, будет интересно. Республика Коми. Здесь, на севере, снег лежит полгода. Мы и представить не можем без него своей жизни. Половина всех событий и воспоминаний развертывались на его фоне. И даже на флаге Коми символ снега, белая часть, занимает, если не половину, то треть его площади. Идея создания Коми-флага возникла в далеком 1991 году. Конкурс был объявлен годом ранее. Авторов, вариантов и работ было много. Не только триколоров, но и с разными символами. Некоторые художники предлагали разместить на флаге солнце и даже лик Зарни-Ань, золотой бабы. Но все же после долгих дискуссий выбрали триколор – сине-зелено-белый. Автор флага, художник Владимир Яковлевич Сердитов, предложил именно такой вариант. Государственный флаг республики представляет собой прямоугольное трехцветное полотнище, состоящее из горизонтальных равновеликих полос, последовательно сверху вниз, синего, зеленого и белого цветов, шириной в 1/3 ширины флага каждая. Это стандарт. Я не раз копался в архивах Ленинской библиотеки, потому что у всех флагов есть самое большее 3 цвета. Синий – символ небесное начало, бескрайнего простора мысли, чувств, суверенности республики мира. Вот. Зеленый символ бескрайней тайги, надежды, изобилия, омоложения общества и новыми взглядами и деятельностью человека. А белое – это символ снега, чистоты, севера, сохранности и благородства. Владимир Яковлевич живет на 2 города – Москва и Сыктывкар. В своей мастерской он нечасто принимает гостей. Нас, съемочную команду Юргана, художник встретил гостеприимно. Себя Владимир Сердитов позиционирует больше не как художник, а дизайнер-конструктор. Снег, лед – это главные символы севера, уверяет художник. В его студии мы заметили одну из его последних работ – разработка необычного модульного ледокола. Сухогрузы подцепляется. Вот, видите, подошли, засели, это все запатентные схемы, и просто вот они. И могут в любое время уходить. Вот уходят в сторонку. И в устье рек. Сухогрузы, газовозы, они дешевле, которые сейчас строят. Снег и лед в мифологии у Коми занимают большое место. Здесь, конечно, в первую очередь играет роль географическое расположение нашего региона. Как шутят некоторые, на севере 9 месяцев зима, остальное лето. Снег у Коми – это как бы начало жизни, белый цвет, связанный с Йеном, богом. Но, с другой стороны, по человеческим меркам, снег – это не живое, холодное. Тот же белый саван связан с концом жизни. В причитаниях считают, что медведь пришел, значит, медвежьими черными шкурами окна закрыл, печка инеем белым покрылась, да? Белый иней, печка, как бы белый саван, очаг остывает, самое начало и самый конец, от Бога к Богу. Откуда пришел, туда и уходит человек. Это и холод, нет там человеческого живого тепла, в отличие от костра там или очага. Снег – это стужа, снег – это отсутствие проявления жизни, но в то же время это какое-то начало и некий конец. Это по большому счету фон, на котором человек разворачивается, свою жизнь строит. У любого северного народа основная часть жизни приходится на холодное время. В старину, да и, как правило, в деревнях сейчас тоже, с наступлением зимы менялся уклад, быт и в целом жизнь человека. По количеству выпавшего снега можно было предугадать, какой будет весна и лето, каким будет половодье, будет ли богатый урожай и побалует ли Парма грибами и ягодами будущей осенью. Также могли определить качество будущего года по первому выпавшему снегу – пороше. А еще, если зимой начинается снегопад, значит жди потепления. Парадокс? Отнюдь.
Виноваты в этом циклоны. Зимой в циклоны теплее. Именно в это время и начинаются осадки. Очень важные вещи можно было определить по погодным признакам для крестьянина и промысловика. Когда первый снег выпадает, от этого зависит сельскохозяйственные какие-то вещи, может быть и промысловые тоже. Когда на промысел выходит человек, позже выпадает, значит, промысел начинается позже, раньше выпадает, раньше начинается. Ну и весной то же самое. Рано снег стаял, там поздно снег стаял, какие-то приметы там существуют и так далее. Все это в языке откладывается, придается этому значение. Если, допустим, для городского жителя нет особой разницы, какой там снег падает. Да? Вот снег пошел и пошел, и все. И ладно. До магазина добежать снега нет, нормально. Снег падает, противно. А тут все это имеет хозяйственное значение, прежде всего, и для существования. Поскольку коми-народ живет в суровых условиях большую часть времени, то и названий разновидностей снега множество. На сегодня известно больше 20 таких слов. К слову, у чукчей их более 40. Если сейчас мы особо не задумываемся о состоянии снега, его плотности, влажности и количестве, в старину от физических свойств белого покрова зависело достаточно много. Есть сынык, сыза, это когда совсем уже мокрый снег выпал, такая кашеобразная вода даже. Есть ватла, есть кеняи, тонкий лед. Кень – это пленка. Когда снег плотный, твердый, для этого есть свои слова. Вельдем, вельд, вольк – это заледеневшее что-то вот такое. Юж – натоптанное, наезженное, плотный снег. Есть еще чарем, чарс, наст, причем разные состояния наста тоже определяются, отмечаются зернистый наст или более-менее плотный, ровный. Есть название моз, когда полного наста еще нет, чуть-чуть вот моз образовался, то есть верхний твердый слой. Хлопья снега на деревьях, тукта, наносы, тола и так далее. Значения различные, состояния снега. Названия, которые нужны для выживания. Рыхлый снег, твердый снег, то есть уже от этого зависит охота. Все это учитывается, всему этому есть свои названия. Для охотников зима – это основное время промысла. Мужчины в старину на всю зиму уходили в лес на охоту. Самоловы, капканы, селки. Охотник шел за пушниной. Это начиналось примерно с ноября месяца, продолжалось в декабре, январе и феврале. К концу зимы пушнина теряет свои качества, начинает линять, поэтому промысел прекращался. По следам лесных обитателей на снегу можно было определить количество тех или иных зверей, их миграцию. Вот, кочте ту ялема, ручка кто есть, уна майдан. О, ручи сетте длема. Кочте ту ялема. От состояния снега зависело, как будут идти нарты или лыжи. По мягкому, рыхлому или мокрому снегу нельзя было охотиться на крупных животных. Ближе к весне, когда днем снег подтаивал на солнце, а ночью подмерзал, образовывался наст, который мог выдержать человека. А вот крупное животное увязало. Это было идеальное время для охоты на лосей. Групповая охота была принята. Особенно ижемские оленеводы идут, они знают, где много, допустим, зверя, много птицы. Они, сделав круг, когда возвращаются, предупреждают своих родственников, охотников. И уходили группами, строили избушку и там промышляли. Мясо, что взять много по насту. Молодые охотники лосей догоняли. Лось не может бежать далеко по насту. Лось проваливается, вожак ломает грудью, чтобы спасти все стадо. Сколько сможет ломает, а у него шкура трется, уже открытое мясо получается. Но, естественно, он валится. На его место становится другой самец, и они дорогу пробивают к реке. В реке, потому что они найдут спасение. Ну, вот так молодые охотники рьяные промышляли тоже. Алексей Семенович Канев – охотник со стажем. Много лет проработал в Ижемском районе лесничим. Сегодня он экскурсовод в финно-угорском этнопарке села Иб.
Об охоте, промысле, секретах леса может говорить часами. По его словам, изначально чум был не жилищем оленеводов, а именно жильем охотников. В раскопках возле Воронежа находили остатки таких строений. 45 тысяч лет назад древние люди уже строили чумы, собирали бивни мамонтов, завязывали и обшивали шкурами. Но, оказывается, не только жилище помогало охотникам, но и снежный покров нередко выручал промысловиков. Снег можно использовать для спасения. Приходилось на охоте спать в снегу. На улице минус 30, идти сил нету, и зарывали снег. Кстати, все звери, все птицы, они ночуют в снегу. Они зарываются, тетерева, допустим, а там тепло, там же пух. Нам снег кажется, это что-то страшно холодное, а для них это естественный обогреватель. По крайней мере, можно там жить. Снежинки падают на ладошку и за 1 секунду прекращают свою жизнь. Как же они идеальные и хрупкие, всегда получаются абсолютно разными. Как они растут? Попробуем рассказать об этом простым и доступным языком. Снежинки зарождаются в облаке из маленькой пылинки или бактерии, вокруг которой при минусовых температурах образуются кристаллики льда. Эти кристаллики имеют шестиугольную форму. Именно поэтому снежинки в итоге в большинстве своем имеют вид шестиконечной звезды. После того, как вокруг пылинки сконцентрировались первые кристаллы льда, начинается стадия ее роста. Температурные условия, условия влажности влияют на темп и на качество роста. Если погода сухая и холодная, то снежинка растет в высоту. И в этом случае рождается снежный столбик, а не привычная нам шестилучевая разлапистая звезда. Если рост происходит в длину и ширину, то кристаллики растут по направлению лучей шестиконечной звезды. Сложно предугадать, в каком направлении в данный момент растет кристалл, ведь условия влажности и температуры всегда различаются, хотя бы минимально. Но при этом всегда работает одно правило роста. Кристаллики льда, имеющие шестиугольную форму, разрастаясь, всегда присоединяются к соседним кристаллам гранями, а не углами. Поэтому лучи у снежинки растут по 6 направлениям, а от каждого луча может отходить веточка под углом 60 или 120 градусов. Из-за того, что погодные условия всегда разные, характер роста будет отражать внешний вид самой снежинки. Поэтому каждая снежинка индивидуальна и неповторима. Более 10 тысяч снежинок были изучены учеными, и было доказано однозначно, что нет 2 одинаковых снежинок, потому что флуктуации, они непредсказуемые и случайные. Но существует еще 2 фактора, которые позволяют отличить снежинку от других кристаллических тел. А именно, у снежинки есть независимость роста граней. То есть в каждом направлении каждая иголка растет независимо от другой иголки. Это первое. И второе, вокруг иголки формируется некая область питания. И если эти области питания перекрываются, то иголки не могут соединиться. Поэтому на снежинках очень редкие срастания разных иголок. И вот если вы будете делать снежинки из бумаги, то обратите на это внимание, что отдельные иголки не должны срастаться. Это правило. Когда вы будете рассматривать снежинки в природе, прямо у себя на ладони, вы увидите, что они не срастаются никогда. Вот это особенность снежинок. Размеры снежинок бывают очень большие. Если вы поедете на приполярный Урал и зайдете в отработанную штольню месторождения кварцевого, так вы там увидите на стенках такие размеры снежинок до десятков сантиметров. Это все одна иголочка снежинки, разросшаяся до 20 сантиметров. Эта снежинка растет непрерывно в течение года, но она очень хрупкая. Достаточно хлопнуть в ладоши, и она рассыпется. Они переходят из одной формы в другую, переходят из вершинных форм в гранные формы, в реберные формы и так далее. Кристаллография различает эти явления, но для нас это все снег. А еще, скажем, снег в Калининграде и снег в Воркуте разные. Это связано с облаками, где образуются снежинки. Чем ближе к морю, тем облака более насыщенные влагой. А в глубине континента влажные облака – достаточно редкое явление. Поэтому и снег часто у нас выпадает сухой и колючий.
В Японии, благодаря тому, что там идут тайфуны, настолько плотные облака, что за зиму выпадает до 6 метров снега высотой. У нас такого никогда не бывает, и слава богу, потому что в этом случае для животных это большая проблема – выжить. Но в Японии с этим научились бороться, и там наука, изучающая снег, продвинулась дальше всех. И благодаря именно японцам мы видим многообразие различных снежинок. У них есть огромного количества фотографий, альбомов, какие бывают снежинки. Они классифицировали эти снежинки. Но с моей точки зрения, классификация снежинок – это такое неблагодарное занятие, потому что главными факторами является случайность. А когда идет случайность, то уж там классификации говорить трудно. Если классификацией и изучением снежинок все же занимаются ученые, то высоту, плотность, запас воды в снеге – все это исследуют метеорологи. Данные эти очень важны для гидропрогнозистов, чтобы определить и спрогнозировать паводки и наводнения. Для этого есть специальные приборы и наблюдательные площадки. По словам Ольги Махотиной, начальника Сыктывкарской метеостанции, высота снежного покрова каждый год примерно одинаковая, но может отличаться плотность снега. Это плотомер, это полая трубочка. Вот сюда должен зайти снег. Вот мы так вставляем, замеряем высоту. Значит, высота где-то у нас 13. Очищаем до земли, чтобы дно мы увидели. Вот даже если высота метр, надо очищать большую лунку до земли. Так, лопаточкой вот так переворачиваем. Снег у нас внутри. И взвешиваем снег до уравновешивания. И тут у нас появится циферка. Вот. 10. Грамм. Да. Потом там по формулам, это уже на станции работы, вычисляем вес, запас воды и так далее. Так, вот у нас на площадке рейки снегомерные, их 3 штуки. Вот одна, вторая и третья. Мы делаем замеры, снимаем, близко не подходим, вот так смотрим. Вот там 10, и где-то высота у нас, наверное, 12. Снимаем ежедневно данные по утрам, суммируем и выводим из 3 среднюю высоту. Это будет высота на данный день. Кроме этого, на площадке имеется сосуд для сбора осадков, дождя и снега. Ежедневно метеорологи снимают показания и отдают химикам на анализ кислотности. Изморозь и гололед в холодное время года тоже под наблюдением. Ну, это гололедный станок для наблюдения. Тут откладывается изморозь, гололед. Вот смотрим на этих проводах. И вон тут. Вот тут наблюдаем. Изморозь и иней, чем они отличаются? У них условия образования разные. Иней в основном на горизонтальных поверхностях, ближе к земле наблюдаем, а изморозь, она на всех предметах образуется. На деревьях иней не может наблюдаться. На деревьях наблюдается изморозь. Изморозь тоже бывает зернистая и кристаллическая, тоже от условий погодных. И мы это все должны различать. Особенные снежинки получаются и у искусственного снега, который, как правило, используют для лыжных соревнований. Его распыляют с помощью пушек, через которые производят огромное количество мелких водяных капель. При быстром расширении понижается температура вблизи этой струи воды и идет кристаллизация льда. Лед кристаллизируется не из окружающего воздуха, а внутри этих капель. И когда они падают на землю, они формируют плотное гранулированное покрытие, по которому скользят лыжи. Но все это происходит только при умеренных температурах. При сильном морозе происходит эффект высокого трения, скольжения нет, и тогда соревнования прекращаются. Лыжи портятся, когда в мороз минус 30 вы будете кататься по такому льду. Гранулированный лед, он серьезный абразив при очень низких температурах. Это частички льда. Это то же самое, как взять речной лед и столочь, и насыпать. И вы увидите, что он
очень опасный, очень неудобный. Но при высоких температурах это хорошее покрытие. В Антарктиде идет снег обычный. За счет того, что ветры ломают снежинки, и там получается тоже что-то типа гранулированного искусственного снега. И это приводит к большим проблемам для транспорта. Поэтому транспорт на резиновом ходу, на шинах, с трудом преодолевает большие расстояния. До Южного полюса доехать на резиновых шинах – это большая проблема. Это даже опытным путем выяснили, что изнашиваются резиновые шины. То есть лед существует как абразив. Без снега и льда мы не можем представить себе зиму. Лед, в отличие от снежинок, кристаллизируется не из газовой фазы, а из жидкой воды. Растет он по совершенно другим законам – кристаллографическим и ростовым. К тому же имеют огромную скорость кристаллизации – десятки метров в секунду. Снежинки же растут миллиметры в минуту. В этом есть самая большая разница между льдом и снегом. Кстати, оказывается, существует 19 типов льда, но это уже другая история. Лед прозрачный, хрупкий и необыкновенно красивый. Традиционно к Новому году города и скверы украшают ледяными фигурами, которые создают праздничное настроение и погружают нас в волшебный, сказочный мир. Для изготовления такой скульптуры используется, как правило, природный лед. Блоки выпиливаются вручную или с помощью бензопилы из водоемов, чаще из озер, где вода статичная. При этом нужно быть очень осторожным. У нас в Республике Коми тоже есть свои мастера по изготовлению ледяных фигур. Работа эта кропотливая, тонкая и трудоемкая. Далеко не каждый мастер-резчик сможет сделать ледяные шедевры. По словам резчиков, работа по льду очень схожа с работой по дереву. Но в отличие от дерева, которое легко можно сколоть, лед без волокон, и его можно резать как угодно. По льду однозначно легче работать. Для резчиков вообще лед – это масло. Инструмент примерно такой же, просто более крупный, с большими ручками длинными. Ну, а так очень удобно, очень комфортно работать со льдом. Лед должен быть определенной толщины, то есть не меньше 20 сантиметров, во-первых, для того, чтобы можно было надежно его установить и чтобы можно там вырезать было что-то. Сейчас толщина где-то 35 сантиметров. И желательно, чтобы слой шуги, вот этот мути, был минимальный. Это зависит от погоды. Когда снежная погода, то есть там намерзает порядка 10 сантиметров шуги. То есть в этом году 2 сантиметра. Она сверху, то есть внизу вода, сверху намерзает. Чем прозрачнее, тем фигура выигрышнее смотрится, то есть композиция. Ледяные композиции при отрицательных температурах, как правило, живут несколько месяцев зимой на открытом воздухе. Стоит отметить, что скульптура весом от 100 килограммов при комнатной температуре не теряет своей красоты и формы от 7 до 12 часов. Для художественной резки по льду используются различные инструменты – пилы, стамески, резцы, аналогичные тем, которыми работают по дереву. На создание композиции или скульптуры в зависимости от размеров уходит от 3-4 часов до нескольких дней. Инструменты у меня такие, двух видов. Инструменты колющие, так сказать, да? Это всегда зубчатые резаки и инструменты гладкие. То есть колющие очень хорошо снимают большие массы, а разглаживаю, соответственно, вот такими вот лопатками. Есть такой гладкий резак, а есть уголок. Он очень хорошо помогает делать какую-либо объемную резьбу, чтобы сделать там геометрические вырезки. Это все самодельное, тут все кованое, сваренное. Даже вот такой есть, такой маленький. Он дает очень приятные формы. Очень удобно. Старые машинки, если есть, не выбрасывайте. Хотите делать лед, делайте вот так. И этими 4 инструментами можно сделать все, что угодно. Кроме того, качественная фигура получается только из качественного льда, уверяют мастера.
Лед есть тоже разный. Этот еще гладкий, чистый. Есть такой лед, которым много трещин. Они несущественны, но как только их почистить, вот сделать как стекло, все эти трещины видны внутри, по всей ширине, и их очень много бывает. Иногда посильнее можно ударить, он рассыпется. Но этот лед хороший. Как правило, ледяные фигуры делаются по сказочным и мифологическим мотивам. Лед – это такое агрегатное состояние твердое. В мифологии противопоставление постоянно идет живое, неживое. Живое – это все, что мягкое, все, что подвижное, все, что может менять форму. А мертвое – это то, что форму не меняет. Точно то же самое. Вода живая, мертвая. Живая вода – это, во-первых, кипящая вода. Вода, связанная с огнем, то есть водоокуривали. Вода, которая бьет из ключей, то есть быстрое движение. Стоячая вода считалась мертвой водой. Из этого исходя, лед, ледяная гора называется одним из препятствий, которые тормозят душу умершего по пути на тот свет. То есть человек идет на тот свет, сначала переходит через пламя, реку смоляного огня, перекидывая какие-нибудь вещи для наведения мостов, полотенца, поясок. И сразу за этим начинается крутой склон, крутая гора, вся покрытая льдом, скользкая. Для того, чтобы добраться на тот свет, душа еще должна потрудиться, помучаться. При жизни специально для того, чтобы перейти вот эту гору, старые люди, особенно знахари, они, как правило, ногти обстригали и кидали себе за пазуху. На том свете эти ногти превращаются в железные, и вот они помогают подниматься на эту гору. Вполне возможно, что образ этот ледяной горы сложился еще из каких-то географических и хозяйственных реалий. Сегодня снег в нашей жизни – это прежде всего красота и символ настоящей зимы. Как наши предки, мы уже не гадаем на снегу, не провожаем лед на реке, не прогнозируем будущую весну, лето и урожай. Но все же не можем представить не только нашу зиму, но и жизнь без сугробов, снегопадов и метелей. Такова уж природа северного человека.